7 января 1839 года на заседании Парижской академии наук небезызвестный физик Доминик Франсуа Араго выступил с сообщением об изобретении мсье Дагером дагеротипии. Именно так тогда назвали процесс получения с помощью светового луча прочного изображения на серебряной пластине. Название фотографии, само понятие фотографии пришло чуть позже. Надо сказать, что изобретению повезло, его выкупило французское правительство и обнародовало. Народ обрадовался, и появилось множество любителей. От их участия процесс очень быстро совершенствовался. Ну а сегодня мы в основном с вами говорим уже о цифровой фотографии, цифровых камерах. Фотографии можно сделать, что называется, на бегу, в движении, в космосе, под водой, в темноте, да. Но не каждый из нас, хотя фотографирование доступно каждому, не каждый из нас позиционирует себя как фотохудожник. А у нас в гостях сегодня именно такой человек, позиционирующий себя как фотохудожник, а кроме того, он еще философ, поэт и писатель, педагог Сергей Николаевич Кычкин. В общем, я вожатым работаю. Вожатым я работаю около 15 лет в лагере Алой Зори. И это для меня такая основа основ, потому что у меня образование на самом деле детский психолог. Вот если так думать, то там фотографии никакого отношения не имеет. Вот каждый из вас это уже фотограф. Купите фотоаппарат, все фотограф. Но хороший или плохой, тут все зависит от того, насколько вы часто это делаете. Ну вот что-то такое должно быть, знаете, что вот, ну как сказать-то, ну это не мотивация денег, не денежная мотивация. Мне нравится вот смотреть за людьми и фотографировать их. И когда вижу кадр красивый, хотя он может вообще, там не девушка красивая вообще, а там может быть вот, ну вот вы, например, да, а мне вот нравится такой, думаю, красивый человек. Это же не объяснить, да? Вот этот вот такой момент, такой внутренний бзинг. Если у вас есть все, вы фотограф. Там уже научитесь. Композиция, то есть все, ручные настройки, это все ерунда. Да ведь? Поэтому стал я фотографом совершенно как-то так легко. Пошел фотокружок, а тогда мы печатали красные фонари, знаете, вот это все там. Так было интересно, весело. Все в школе полностью, что-то года 3-4 отходил, потом забросил, как все тоже после школы делают, вместе со школой забрасываем все увлечения свои на пару, может, лет на полторы. А потом понял, что вот интересно фотографировать друзей, фотографировать друзей. Потом появилась цифра. В общем-то вопрос исчерпан. В общем, как бы фотографы все, это уж если серьезно этим деньги зарабатывать, тогда нужно, конечно, что-то читать. Но сейчас я всем советую нырнуть в интернет, потому что самообразование сейчас это, наверное, самое такое важное и яркое для всех. Потому что мы хотим, мы можем спросить у Гугла, у Яндекса, да, там и все остальное вам напишут. Как машину заправлять, как картриджи, как фотоаппарат открывать. Скажите, что самое интересное во время фотосъемки? Ну, вот такие кадры, эти, которые вокруг нас, не случайные? Нет, нет. Понятие случайного и построенного кадра, да, вот давайте так. Да. В чем минус цифровой фотографии и пленочной? Вот у пленки было 36 кадров, да, представьте, если кто-то, может, помнит. 36 кадров это 36 разных историй, так скажем, да. Но если вы не тратили пленку просто так, как бы и нажимали так, трик. А, это сейчас так делают, да? Да. Ну вот видите, то, что сейчас мы делаем, мы, ну, как бы немножко для себя испортили этот момент, мы просто сфотографировали 500 кадров, выбрали 2 хороших, сказали, вот какой я молодец, я сфотографировал 2 хороших кадра. А то, что ты до этого, вернее, 200 кадров делал, да, никто же не проверяет. И поэтому получается, ну, собственно, ерунда. Можно же и видео снимать, тоже кадр хорошо вырезать, да? Где там зевнул, ой, как классно я попал, нормально. Поэтому что-то пропало. Потом опять же красный цвет, там девушка рядом сидит, какая-то тайна, все проявляется, все это печатается. А сейчас просто, даже мы не печатаем фотографии, да, мы же их в мониторе смотрим, вот там где-то, меняемся друг с другом. Так что говорю, что-то пропало, но что-то добавилось. Вопрос-то какой был? Что самое интересное? Случайно, не случайные кадры. Ну интересно, наверное, поймать какую-то суть, какую-то соль. Мы
без обид только, все из себя чего-то строим всегда, да, немножко как бы, что я такой хороший, я такой добрый, я такая милая, няшная, ну вот какие-то моменты, это всегда происходит, это происходит каждую секунду, и от этого никак не убежать, но закроем мы глаза, и мы уже, ну в себе вот так вот, и я думаю, что и как людям учу, когда их фотографирую, я им говорю, давай ты сейчас представь, что у тебя день рождения, тебе подарили, например, корову, например, или что такое. И вот когда человек представил, что ему вот это что-то с ним случилось, да, и вот когда вот он открывает глаза, то у него совершенно уже какой-то, может быть, можно и подыграть как-нибудь. Если тебе не смешно, так надо сделать, чтобы смешно было. Если настроения нет, так надо, чтобы оно откуда-то появилось. И если фотографируешь просто, то и ловишь это. Если в кадре появляется какая-то загадка и интерес. Знаете, когда человеку интересно становится? Когда он на фотографию смотрит долго-долго, и потом что-то там замечает, и такой говорит, так я теперь понял, короче, вот почему эта фотография такая, ну, что-то там такое какое-то было интересное, и он сам себе ответил на этот вопрос. Ну, вот мне так кажется. Фотографии, если я спрашиваю, если вы меня спрашиваете, что самое важное в фотографии, фотографии важен какой-то конфликт. Ну, вот. А давайте конфликты перечислим вот этих вот противоположностей. Какие вы противоположности знаете? Мужское, женское, белое, черное, да? Далекое, близкое, война и мир, зима, лето, Максим и Валера, да? Это было в самом начале, но хорошо, что вы об этом думаете. Очки, нет, тоже нет, да? Круг, квадрат, да? Ну что, вверх, низ, земля, небо, да? Что вы не помогаете, Алёна? Луна, солнце. Луна, солнце, еще? Темное, светлое, молодой, взрослый, правильно? Мы антагонисты ищем какие-то, то есть, да. Большой, маленький, ну не старый, взрослый, да? То есть золото, там, или, ну в общем, вы поняли, да, смысл такой. И в кадре должна какая-то такая быть всегда какая-то борьба. Ну и возможно, добро как-то немножко должно побеждать. Ну, я так пошутил сейчас опять. Но смысл в том, что что-то важнее, ну вот должна быть борьба. Одно по отношению к другому. Вот давайте еще предложу вам маленькую такую загадочку, дорогие друзья. В парке сидит мужчина, там, не знаю, Андрей Петрович, допустим. Как показать его одиночество? Ну-ка, кто знает. Фотографировать, когда вокруг него никого нет? Молодец. Вот она, и все так думают. А другие кто еще как думают? Много как. Когда что? Хоть как. Наоборот. Много как можно показать Нет. одиночество. А вы не знаете, что самое обидное, что ли, вообще в жизни? Одиночество это что? Это непонимание, так? В каком-то моменте. Но самое главное в данном случае одиночество это когда человека видит, ну или его просто не замечает. Вот мы в кучу какую-то вот возьмем, поставим скамеечку, поставим туда папу с мамой какую-то, да, вот на колясочке, да, Максим там будет что-то фотографировать, да, Валера там будет сидеть по телефону разговаривать. Как вас зовут? Нигматзян. Сидит, монету там рассматривает, да, каким-то образом, да, и сидит вот этот вот мужчина. Он может быть не в центре кадра сидеть, но он никому не нужен, потому что на него никто не смотрит, и все его видят, но это все как-то, не связано, понимаете. Он сидит рядом где-то вот все, и все заняты своим делом, а он сидит такой вот решенный. Почему? Потому что, нет дела до него, он вот это одиночество есть, понимаете. По отношению к чему-то. Это такая борьба как раз, самая будет сложная. Когда он один, ему может хорошо, что он один, понимаете. А когда он не один, мы сложную тему сейчас затронули, вы поняли примерно, да? Давай полегче еще момент такой, как маленького ребенка показать, что он маленький. Рядом большого поставить. Все, молодец, давайте похлопаем. Как зовут? Диана. Диана, давайте. Вот так и получается, когда кто-то, по отношению к чему-то, оно усиливается. Вот весь секрет фотографии, вот я вам его, можно сказать, вот, высказал, как вы сами дальше решаете, как вам лучше. Коль Да. скоро вы фотохудожник, что вас вдохновляет или кто, может быть, на творчество? Наверное, дети, да, дети, может. А, У кстати, меня 1,5 месяца как родился сын сейчас, вот можно тоже меня поздравить, если вам это приятно. Мне очень приятно, потому что в молодом возрасте поднимите руки, у кого есть дети.
Ну хоть 3 человека, 4, да? Это же не объяснить, да? Но вы хотя бы понимаете, что это такое. И вот становишься старше немножко, и это снова тебя захватывает целиком, это очень здорово. И вот да, дети. Если про книжки поговорить, да, вот в этом году, в 14-м, я выпущу книжку со стихами как раз. Вроде бы такое забытое дело. Поднимите руки, кому 15 лет. Нет таких? О, есть, да? Ну, Вот это поворот. вот это одна, да, прикинь, в зале, да? Вообще. Одиночество, одиночка, одинокая. Мне нормально все будет, тебе и потом и другие тоже догонят. Догонят маленькие, наверное, да, сидят. Ну, вот с 15 лет, в 15, в 16, и в 17, наверное, очень много писал. И писал года 3-4, наверное, а потом, когда вот было вот столько вот тетрадок исписано, понял, что как-то вот, ну, как бы закончилось. И сейчас прошло очень много времени, когда такой подумал, ну, а это же надо как-то, что-то с этим делать надо. И вот в первой книжке, которую я выпустил, там была часть стихов. Кому-то больше нравятся стихи, кому-то нравится проза. А давайте поднимем ручки, кому нравятся стихи. Есть такие, да? Это не стыдно, это нормально. Представьте, раньше как было, ни дискотек, ни клубов. Раньше приглашали Пушкина, да, и Пушкин стихи читал, да? А все такие, молодец такой, вот и бал, вот и случилось. Вот, а потом стихи как-то убежали. И вот я подумал, что если есть интерес, если есть те, кому это надо, то я возьму вот эти стихи, которых у меня очень много, выберу оттуда вот. Потому что так, как там это было, это сейчас это так не сделать. Давайте я вам одно прочту. Старый мастер, усталое солнце, ты пораньше заглянешь в оконце, чтобы позволить увидеть мне то, что хотел увидеть вчера, от большого до самого малого, новым взглядом забытое старое. Как земли необъятен простор, остается таким навсегда. Сын любимый, красив полумесяц, он в ночи охраняет мой сон, сказку буднего дня, что смотрю с наслаждением, а порой и с тревогой, как беру первым я бастион, и ребенка спасу из огня. Что за странное наваждение после длинной и трудной дороги. 15 лет. Вы обладаете сейчас таким уникальной возможностью, для вас все новое, вы все вот это впитываете. Так вот это впитывать можно и на бумагу сразу, и на бумагу. Почему? Потому что вот эти новые ощущения необычные. Какая стена? Давайте посмотрите, какая стена. Для кого какая она? Кирпичная. Кирпичная, еще какая? Нормальная. Необработанная, хорошо. Древняя, да? Грязная. Это замечательно. Крашеная? Крашеная. Может быть она какая? Солнечная, да? Ну, потому что солнце на нее попадает. Может быть. Она может быть доброй. Ну, почти так, но как бы тоже может. То есть эпитетов можно миллион набрать. Так вот, будьте поэтами, ради Бога. Делайте то, что нравится вам. Это здорово. В жизни быстро можно запутаться. Поэтому главное, чтобы ухо всегда востро держать. Ну так нас учат. А любить нас никто не учит. Про любовь мы же из книжки и из фильмов узнаем. А там почти всегда хороший конец. Потому что грустно и неинтересно по-другому. И вот она приходит в свою настоящую жизнь. Не из книжек и кино, а самая настоящая, та, которую ты не знал до этого. Это не верх совершенства, не идеал красоты, не мисс мира, наконец. Обычная такая девчонка. Ну как, Валерия. Пришла в твою жизнь, и ты совершенно ничего не знаешь. Тебе настолько хорошо становится, насколько тебе никогда еще не было. Внутри тебя селится то, от чего неспокойно и неуютно становится. Это если ты не с ней. А если ты с ней, то внутренность твоя заполняется чем-то другим, щемящим, сладким, трепетным. Вот как-то так. Каждый из нас, по сути своей, эгоист и себелюб. Да я и не говорю, что это плохо. Себя надо же любить, надо любить и обожать. А кроме себя, тебя еще любит твоя семья. И это в порядке вещей. Это же правило такое, любить тебя без разницы какого. Ты можешь при этом быть лучше или хуже, неважно, тебя любят, потому что надо. Ну, потому что свой. Тебе 15 лет, и ты ко всему относишься хорошо, потому что ты считаешь, что ты центр всего этого. Тебя же любят. И вдруг появляется та, которой ты понравился. Та, про кого ты вдруг решил, что она для тебя. Вот это вот важно. Это вообще все, и она сразу должна тебя полюбить. Это не обсуждается, это так. Ты считаешь, ты так считаешь, а она нет. Она придает все твои представления о том, что ты будто бы знал, как все должно быть, ну, что ты центр того и все такое. И что же тебе делать? Крыша поначалу едет очень сильно. Это что ты должен сам себе объяснить, что все, что тебе говорили, бред. А какой-нибудь другой парень может запросто быть в 100 раз круче тебя. И она с ним уходит по узкой аллейке в модной кафе. И не надо никому ничего доказывать, догонять, плеваться не надо, пожалуйста.
ты остаешься один, да, собственно говоря, в твоей жизни ничего так и не изменилось, кроме этого. А ты один на один с большим вопросом. Почему? Почему нельзя было сразу разделить всех на пары? Чтобы все были счастливы, никого не искали, чтобы все было понятно и легко. Я так и не нашел свою половинку, но это на тот момент. Но унять юную прыть надо было. Мне помогли стихи. Я позже заметил, что влюбляться любил и делал это часто и одновременно. Странно, но оказывается, когда ты влюблен, твой идеал для тебя это все, что не достает тебе. И это все в ней. И каждый раз по-другому, и каждый раз это так же. Я тут не пытался про любовь что-то новое открыть. Про нее чего только не наговоришь, а объяснить химию процесса вряд ли возможно. Но вот ты просто знаешь, что это хорошо, и ради этого стоит жизнь. Это настолько тебя захватывает, что в какой-то момент тебе становится совершенно наплевать, смешной это, некрасивый или еще какой. И на вопрос «почему?» есть только один ответ – по причину. Любовь – это маленький кусочек Бога, живущего в нас. Он просыпается, когда чувствует приближение весны или красивых женских ног. Этот маленький кусочек поможет тебе сотворить настоящие чудеса, на которые ты никогда не был способен. Именно он и есть жизнь. А для тебя?